сегодня вам на пресс-конференции пожелаем удачи, креативного мышления, чтобы ваши все вопросы были корректными, открытыми, и чтобы мы поняли, кто из нас сегодня будет самый-самый лучший. Хотя вы все сегодня уже самые у нас лучшие. Были ли у вас моменты, когда вы просто эмоционально устаете, и хотели ли вы просто переквалифицироваться в другую работу? Грубо говоря, хотели ли вы... Были моменты, когда вы хотели уволиться? Такого периода у меня пока еще не было. И, скорее всего, меня спасает мое хобби. И, конечно, мы знаем, что хобби учителя никак не должна быть связана с педагогической деятельностью. И вот мое хобби кулинария мне в этом помогает. Я вот в свободное время развиваю свои кондитерские навыки. Нет, вообще, конечно, насчет того, чтобы уволиться, даже речи не может быть. Вот, честно говоря, свою педдеятельность я начинала со среднего образования. То есть я преподавала экономические науки в техникуме в городе Ижевске. Да, несколько лет там проработала, то есть поменяла несколько видов деятельности. Но считаю, что учитель профессия, знаете, такой кайф просто, вот, да, по-вашему. Вот на самом деле, когда приходишь в класс, и ты видишь вот их горящие глаза, нет, и когда у тебя плохое настроение, да, и говорит, Ильхон, что случилось, что случилось? Ой, я говорю, давайте просто обнимаемся, и вообще, и все забывается. А во-вторых, учитель ведь это актер, и мы каждый раз, как вот артисты, приходим на эту сцену. Мы одеваем маску, у нас разные роли. Мы можем быть клоуном, мы можем быть поругать немножко, да, то есть наставником. Мы должны быть мамой обязательно. Мы должны быть другом, близким другом. Поговорить, обсудить, какую-то проблему решить. То есть здесь очень, столько направлений, надо просто получать удовольствие от этого. И классы. Есть у нас российское движение школьников. Но российское движение школьников у нас сейчас на республиканском уровне. У нас есть лагерь, наш свой, да, лагерь списка, а есть мы будем привлекать эту молодежь для работы с детьми. Психологи, педагогические классы, у нас уже и педагоги будут уже с точки зрения психологии намного подкованнее. Потому что очень тяжело, мне кажется, вот молодому педагогу, на которого наваливается такое количество и бумажной волокиты, и напряжение, вот со всем этим справиться. Согласны ли вы с тем, что социальные сети – это зло современной реальности? И пользуетесь ли вы соцсетями для общения с учениками? Спасибо. С моей точки зрения, социальные сети – это не зло, если грамотно владеть информацией, которая там есть. Этому мы можем научить и на классных часах, и на уроках. То есть обращать внимание детей, что есть та информация, которой мы можем пользоваться, и есть та информация, которую стоит избегать. Чем же учителя занимаются в учительской на самом деле? Скрывайте свои предложения. И обсуждаем какие-то свои вопросы. Но в основном проверяем тетради.